специалист Марк Шишкин, который является экскурсоводом и краеведом, но вообще он не профессиональный историк, прослушали лекцию, посвященную Среднему Поволжью в период смутного времени, события, которые сыграли важную роль не только в истории нашего региона, но и в истории России. Но в основном будет сделан упор на наш регион и народы Среднего Поволжья, которые активно участвуют в этих событиях. Слушайте внимательно, если какие-то вопросы в конце можно будет задать. Исан Месескадрелеслар, меня зовут Марк, я единственный буду русскоязычный, наверное, на всем пространстве, да? Вот. Но так или иначе, у меня есть 1,5 часа, и за 1,5 часа я должен рассказать кратко эту огромную, объемную тему. Итак, история Среднего Поволжья и Казанского края, как тогда его называли, или как его называли историки, да, или Казанской земли, Казанского царства, как его называли русские, Казанского юрта, как называли его татары, в период смуты начала 17 века. Ну, начать нужно, наверное, с карты, да, вот, как выглядело у нас Среднее Поволжье в самом начале 17 века. С этого времени у нас прошло всего 50 лет совсем с копеечками после Казанского взятия, да, когда вся история Среднего Поволжья походом Ивана Грозного была перекроена коренным образом. И адекватные карты, они есть, вот, но их не всегда там сложно найти, не всегда можно найти для начала 17 века. Вот это вот историческая карта Царство Казанское с окольными провинциями и частью реки Волги написано. Да, это карта из первой половины 18 века, когда картография российская началась. Вот. Заметьте, уже Казанская губерния провозглашена в 1708 году, да, уже губернское деление, а подписывают все Среднее Поволжье до сих пор еще как Царство Казанское, да, хотя уже во многом это название формальное, но память о том, что когда-то это было татарское царство, да, отдельное совершенно от московского государства, она остается вплоть до времен Анны Ивановны, когда это сделана карта, да, то есть середина 18 века. И вот, но по уездам, по делению тогдашнему Среднего Поволжья это достаточно адекватная карта. Единственное, мы должны смотреть. Вот здесь у нас Закамье, да, огромная территория. Там дальше башкирские земли начинаются, чуть южнее. Вот. Для середины 17 века, для начала даже 17 века, нужно понимать, что вот граница Казани, граница Свияжского уезда, она проходила по реке Волги и по реке Каме. Дальше начиналось так называемое Дикое поле. Да? Это территория Ногайской Орды, ее периферия, территория башкирских кочевий. И для периода, вот на самое начало 17 века, тут у нас как бы ни казанские татары, ни татары-мишари пока еще не живут, да, как таковые. То есть туда ходят собирать мед, ходят охотиться за какими-то промыслами, да, туда же выгоняют летом на кочевье нагайцы, да, во время смуты нагайцы себя чувствовали очень вольготно и в том числе атаковали границы России активно. То есть вот так вот эта территория. Вот это вот зеленое пятно, вот здесь выше, да, это у нас Казанский уезд. Это левобережная часть Казанского ханства. Вот. Фактически это базовая административная единица. То есть она включает в себя от Казани буквально до территории Пермского края, Оса. Есть такой город в Пермском крае, был крайним восточным пунктом вот этого уезда. Свияжск, вот здесь он Свияжск, да, он отдельная административная единица. Потому что русские разделили горную сторону и луговую сторону, ну, как бы фактически равноправные с формальной точки зрения, да, административные единицы. Дальше у нас вот комплекс маленьких уездов идет. Цивильский уезд, Чебоксарский уезд, Царево-Кокшайский уезд, Яранский уезд, Уржумский уезд. Это вся территория, это, ну, нынешние земли Чувашии, Мариэл. Почему там так много мелких уездов? Это у нас след 16 века освободительной войны народов Поволжья, черемисские войны называли, да, дольше всего вот эта партизанская война у нас держалась как раз в пределах вот этих сплошных лесных массивов Мариэл, да, и севера Чувашии, куда как бы войска не могли зайти, да, там была, ну, настоящая, как выражаясь языком 90-х годов, Чечня, да, то есть когда и татарские повстанцы туда приходили скрываться, и марийские войска собирались, да, для дальнейшего наступления уже на Казань. Поэтому там так много уездов, потому что каждый уезд – это обязательно воеводы, это определенное войско, вот, ну и город, то есть укрепленная крепость. И вот таких много мелких уездов нарезано. Этническая карта у нас примерно, наверное, такая же, да, то есть проживают
марийцы, да, у нас также на территории Мариэл, если идем с запада, и в том числе уже на территории нынешнего Башкортостана уже есть дальняя Черемиса, то есть восточные Мари, к северу ватяки, удмурты, ватяки, да, то есть они уже фигурируют в это время в документах. Единственный момент, да, кто такие чуваши для документов 16-17 века. Есть проблемы ясачных чувашей. Кто это такие? Это этноним, относящийся к нынешним чувашам, да, или это социальная страта для зависимых, работающих на земле слоев. То есть то, что для 16 века в документах всегда встречаются две этнические группы. Служилые татары, ясачные чуваши. Причем ясачные чуваши у нас активно живут на нашей внутренней территории Татарстана. Да? Чувашская дорога, это вот Мамадышский тракт, она же Зюрейская потом. Это территория Пестрецы, Тюличи и так далее. То есть вот весь этот район. И кто такие чуваши? То есть, ну понятно, что это потомки булгар, но они не равны чувашам, которые сейчас живут у нас на территории Чувашской республики. Это мусульманское население, которое просто постбулгарское, да, то есть, которое оказалось в зависимости, наверное, у более поздних слоев, которые пришли с кипчаками, уже с Улу Мухаммедом, и которые составляли вот эту касту служилых татар. Хотя те же самые служилые татары могли включать кого угодно, да, то есть это любой марийский воин, да, который получил статус дворянства, он уже считался служилый татарин. То есть в этом плане вот нынешние этнонимы, они не совпадают. То есть до сих пор есть большой спор в Мордовии. У них был такой предводитель войска Баюш Разгильдеев. И как раз в период смуты в 1612 году, когда нагайцы в очередной раз отправились за челядью, да, за Аполлоном, вот, он собрал все войска и разгромил их на реке Пьяни, на той самой, где было сражение, известное XIV века. И вот до сих пор там мордовская вся историография, естественно, говорит, он указан как мордовский князь, но, естественно, он, Баюш Разгильдеев, был, скорее всего, татар-мишар, да, то есть по своему происхождению, а мордовский по территории, да, уже определили. И вот эти вот понятия, они очень часто путаются, из-за этого в интернете любят поругаться люди, да, у нас до сих пор идут разные дискуссии, споры, и в исторической литературе в том числе. Пойдемте дальше, давайте. Итак, смутное время. Вот, оно застало Россию у нас в самом начале 17 века. Результатом было политики Ивана Грозного, разорительный для страны, абсолютно разорительный, когда были нарушены старые социальные связи, появилась культура насилия вот этого, да, огромные потери были по всей России, не только по Среднему Поволжью от политики Ивана Грозного, чисто демографически. Один его поход на север, когда разорили весь Великий Новгород, чего стоил, да, потом Ливонская война, где были изничтожены просто силы служилого дворянства, и дальнейшее после Ивана Грозного политика закрепощения крестьян, да, постепенно, которое Борисом Годуновым проводилось, плюс отсутствие легитимной власти, вот, поскольку династия не Рюриковичей, да, но потомков именно Даниила Московского, Дмитрия Донского, она уже пресеклась на царе Федоре и на царевиче Дмитрии Ивановичах. Новый правитель Борис Годунов, он не обладал легитимностью, соответственно, возник вот этот призрак Лжедмитрия, вот. Сначала первого, потом второго, и страна погрузилась в полномасштабную гражданскую войну, то есть с которой мало что может сравниться. Ну, наверное, гражданская война вот 17-20 года была чем-то подобным, да. И вот, ну, типичная карта вот смуты, да. Вот тут смотрите, сколько как бы стрелок, да, какие-то действия идут. И где-то вот сбоку припеку у нас такая Казань. Вот. Здесь как бы ничего не происходит. В лучшем случае обводят какой-то красной линией район народных восстаний. А что, где, почему? Ну, толком не объясняется, да, потому что понятно, что российская историография, кризис государства, приходят самозванцы, приходят интервенты, потом народ объединяется, сначала Липунов, потом Минин, Пожарский, вот они выбивают из Москвы, а потом еще какая-то война идет со Швецией с Польшей, вот, определенное время. У нас тут как бы ничего не происходит. Хорошо, что еще Казань вот тут она есть на карте, потому что обычно вообще просто раз отрезают, так на нижний, ну все, до свидания. Вот. Хотя на самом деле тут тоже все было очень интересно и достаточно драматично. Вот. Но у нас смутное время пришло к нам немножечко позже. Смотрите, если вот когда Лжедмитрий там начинал наступление на Москву, у нас тут была полная тишина, все было как обычно, да, то есть немножко попозже смута начинается. Смута у нас начинается с 1606 года уже, пожалуй, только.
историю смуты, действительно, как уже сказал вот Оскар, анонсируя, самое яркое, наверное, первое комплексное исследование того, что произошло здесь у нас, собранное по разным совершенно источникам, было сделано в XIX веке профессором Казанского университета Николаем Павловичем Загоскиным, издателем «Волжского вестника», издателем «Спутника по Казани», ну и вообще таким самым полномасштабным, да, таким краеведом XIX века. Вот. Исследование называется «Казань в смутное время». Кусочек его он включил в свой спутник по Казани. Вот. И Николай Павлович, он решал вот как раз задачу, да, что есть вот эта российская историография смуты, да, я вот ее обрисовал. Смута, потом народ объединяется. И есть Казань, которая просто, ну, не вписывается, вот, местные события, в канву, вот в эту магистральную смуту. Что сделал Николай Павлович? Николай Павлович, как уже потом говорили в 20 веке историки советские, Дмитриев, чувашский историк, он гиперкритично подошел к источникам смуты, да, и вот у него есть хорошее сравнение в его книге. Совсем другую картину представляют нам, собственно, русские земщины. О казанской русской земщине для начала 17 века смешно, конечно, и говорить. Вот. Здесь даже в своих увлечениях и крайностях живым ключом била русская жизнь. Казань, то есть, немножко принижается в его таком смысле, да. Вот. Или, например, странную и довольно-таки загадочную роль довелось сыграть Казанскому краю в историческом явлении, известном под названием смутного времени. Эта роль является двоякую. В первую и наиболее продолжительную эпоху смутного времени Казань держится как бы в стороне от событий, которые волновали всю русскую землю. Она умышленно игнорирует эти события, придерживаясь выжидательной политики и не решаясь выступить в этих событиях до выяснения вопроса, чья возьмет. Такой политики придерживалась Казань до падения Шуйского. С этого момента Казань открыто становится на сторону Тушинского вора, а затем после гибели самозванца играет весьма двусмысленную роль в событиях смутного времени. На словах горячо примыкает к общеземскому движению, на деле относится к этому движению индифферентно и даже тормозит его. Вот таких масса жестких слов. Плюс, ну, действительно, Загоскин гиперкритичен даже в каких-то частных вопросах, да. И вот эти его оценки, которые он дал в конце 19 века, они живут до сих пор в любой там краеведческой статье. Многие события, которые показаны Загоскиным, они представляются именно так, да. Ну, например, как казанцы решили присягнуть Лжедмитрию II, против них противостоял стойкий патриот воевода Богдан Бельский, и за это смутьяны его сбросили там с Кремлевской башни. Вот. Вот эта вот картинка, она в том числе от Загоскина идет, и она живет до сих пор. Вот. Хотя последующие документы немножко ее подкорректировали. Что происходит дальше? Дальше долгое время, до второй половины 20 века, вот именно событиями смуты особо мало кто занимается. Было масса других восстаний, была Пугачевщина, была Разинщина, да, уже вот в послевоенный период, такой золотой, высокий, да, период позднего СССР, начались новые исследования этой темы. Хотя, например, касаются вскользь и Худяков в одном из предисловий к сборнику документов по истории Татарской ССР 1932, кажется, года. Вот. Газиз Губайдуллин тоже касается этих событий в истории татар и в правостании, где он пишет. Да? Но это все как бы не удерживается в историографии. Вот эта волна 20-30-х годов. Про нее забывают и вспоминают только уже в 90-е годы. Вот. Что происходит дальше в историографии? Я вот тут сразу привел несколько, да, что читать вот, по этой теме из советской историографии. Потому что советские историки были хорошими социологами. Они любили народные движения, они смотрели, что там внизу, да, не что у правителей. В этом определенные преимущества советских историков. И вот Игорь Петрович Ермолаев, Среднее Поволжье, второй половине 16-17 века, управление Казанским краем, там огромная глава посвящена смуте, да, событиям. И он буквально каждый эпизод разбирает, вот что происходило, да, там, какое противостояние было на горной стороне, на Вятской земле, там, Кукарка, Яранской и так далее. Большой вклад внес Василий Дмитриевич Дмитриев, чувашский историк, вот крупнейший, да, мэтр чувашской историографии. У него классная тоже статья, подробная, где до мельчайших событий открывается это. Крестьянская война начала 17 века на территории Чувашии. Но Чувашии он не мог ограничиться, вы сами понимаете. Потому что как такового единицы не было, это все как бы общая территория была. И Дубровина Любовь Андреевна, она работала в Мариэл на том этапе. Сейчас она в Украине работает. Вот тоже археограф. Она именно по Марийскому краю, но тоже как бы понятное дело, что охватывало достаточно большой период, и они дали очень много интересных характеристик. Вот. Много из этих исследований можно почерпнуть.
Вот. Но советская историография на этом не остановилась. Тут все люди местные, да, то есть все Йошкар-Ола, Чебоксары, Казань. Вот. В самом конце Советского Союза у нас открывают принципиально новые источники по истории смуты в Казани. Группа археографов, историков вообще, да, то есть которые к Среднему Поволжью отношения не имеют. Работают в московских архивах. Это Корецкий, Лукичев, Станиславский. Да. Станиславский, например, он исследовал историю казачества во времена смуты, то есть у него подробная самая история раннего казачества, да, как феномен казачества менялся, чем он был до 16 века, чем он стал в период смуты. И это не те казачьи войска совсем, да, которые мы потом представляем верные государству российскому, там, да, а вполне себе немножко другого рода формирования. Вот. И они работали в архивах и издали вот в 1989 году документы по национально-освободительной борьбе в России, ни о чем не говорящее название, да, в период смуты. И они открывают принципиально новые источники, кроме нового летописца, который был, Романовская старая хроника, на которой Загоскин базировался, кроме актов археографической экспедиции, изданных еще в 19 веке, где тоже разная переписка между городами, они включают сюда грамоту Земского собора Никанору Михайловичу Шульгину, правителю Казани в смутное время, да, 13 года. Челобитное Ивана Поздеева, это был такой деятель, он жил в городе Хлынове, ныне Киров, да, Вятка, попал в плен Казань, Шульгин его взял в плен, и он потом уже спустя много лет писал, как Шульгин ему жизнь испортил, да, все его деяния описывал. Никто, не Загоскин Шульгина, вот этого деятеля, не любил. Если бы он знал эту челобитную, он бы ее использовал с удовольствием для описания его злодейств всяческих, да, но он элементарно просто не знал, и просто там половина фактуры выпадает. И еще самое классное сочинение 18 века о казанских воеводах и архиепископах на протяжении 16-17 века не издавалось практически нигде, но внезапно в интернете гуглится прямо рукопись. Вот, Google в помощь, то есть реально в Пискаревском сборнике есть, и можно посмотреть, пролистать вот этим полууставом написанное, то есть до сих пор толком, ну, не используется в исторических исследованиях. Там по годам, какие воеводы были, как они менялись, и краткие сообщения о вот этом драматическом периоде смуты. В российской историографии тема характерно всплыла очень уже в период юбилея, да, 400 лет вот этим событиям. У нас День народного единства стал праздником. Есть такой историк 17 века, Вячеслав Николаевич Козляков. Он рязанский историк, поэтому у него, конечно, на первом месте тема Прокопия Липунова, вождя первого ополчения, и, как его иногда называют, несостоявшегося русского Кромвеля, да, потому что это был человек с жесткими диктаторскими устремлениями, и победи он, страна бы пошла, я думаю, чуть по-иному пути. Вот. Но так или иначе он смотрит здесь и про Минина, и Пожарского рассматривает очень хорошо, разные мифы развенчивает на языке достаточно популярным, и в том числе дает первую такую подробную, целостную биографию дьяка Никанора Шульгина, который правил Казанью. Вот. Поэтому она есть тоже в интернете, кстати говоря, но если приобретете, то, и, наверное, автору что-то будет. Вот. С этого. Итак, историографию мы так прошли, да? Кратко, как было организовано управление Казанью, в том числе и Казанским уездом. У нас здесь главные события происходили в это самое время. Среднее Поволжье после завоевания 1552 года, оно у нас стало такой пилотной площадкой для новой принципиальной системы управления Россией. Вот. Впервые в Среднем Поволжье вводится воеводское управление. То есть, если раньше прифронтовые какие-то на территории при военных действиях города были, куда отправлялся воевода, где он сочетал в своих руках и администрирование гражданское, и военное, то теперь у нас целый регион вот в такой ситуации живет. Причем воевода не один. Сначала их было вообще 4, а к началу 17 века сидело по 2. Один воевода, соответственно, в городе сидит, другой воевода в походе, да, если восстание началось там татар, марийцев или какие-то приграничные действия, он уходит с войском. То есть всегда их было по 2. Один больший, другой меньший. Двор воеводы был большего, и основной воеводский двор, представляете, сейчас в Казанском Кремле, где Росгвардия, потом гауптвахта была. Это называлось Государев двор, по старой памяти. Там сидели воеводы. Соответственно, вот церковь, которая Спасская в Спасской башне, это была домовая церковь воеводы. Потом воеводство отменили, да, потом ее сделали церковью гауптвахты, потом военной церковью, но изначально это воеводский вот этот объект. В начале 17 века у нас в 1606 году
сюда приехал младшим воеводой Богдан Яковлевич Бельский. Вот, старший воевода, больший воевода был Волоской или Волоский, да, а потом приехал Морозов воевода старшим. Дьяки, вот здесь дьяк изображен, да, вот, это думный дьяк московский, но городовые, они чуть поменьше рангом были, но тоже у них функция какая? То есть воевода у нас держит гражданское и военное управление в целом, координирует связь с Москвой, дьяк отвечает прежде всего за гражданские все дела, да, и за дело производства. То есть дьяк это не священнослужитель православный, это именно чиновник. То же самое, как у нас в английском языке есть понятие клерк, оно связано с понятием клирик, да, кто писать умеет, кто все записывает. Ну, тот, кто при церкви, да, изначально. То есть вот так вот, то же самое, да, то есть дьячок, это уже церковнослужитель, да, а дьяк и подьячий, это чины московского государства. Дьяков было тоже двое, вот. Один из них Никанор Михайлович Шульгин, вот, другой Степан Дичков. Дичков был местный дьяк, младший, из казанских дворян, а Никанор Михайлович Шульгин был вообще человеком посторонним с территории нынешней Ивановской области, Лужский уезд, Лужский уезд. То есть он, по сути, сосед Дмитрия Пожарского, недалеко у них там родные пенаты располагались. Вот. Система управления была, как сказать, она чем-то была похожа, наверное, на нынешнюю, когда чиновник был, ну, не привязан к месту, да, его могли назначить куда угодно, в любой город, вот, так, чтобы местная элита сформировалась. Она, конечно, была, да, но вот эти верхние места всегда занимались назначенцами, примерно как у нас сейчас, да, то есть особенно Казань, Среднее Поволжье, территория такая пограничная, статусом отличная от остальной России, вот. Ну и для управления всем Средним Поволжьем в Москве существовал приказ Казанского дворца, который курировал в целом все управление этим краем, вот. Что же у нас происходит в смутное время со всеми этими событиями, да? В 1606 году по Волге на Казань движется дружина Лже-Петра. Петр Федорович, самозванец, один из вожаков волжских казаков, он идет в Москву на соединение с родным дядюшкой, царем Дмитрием Ивановичем. У нас еще уже Дмитрий I в это время правит в Москве, его никто не трогает, он там шокирует московский двор европейскими нравами, да, вот, с Мариной Мнишек разгуливает по Кремлю. И вот к нему на соединение во главе волжских казаков пошел вот этот вот Лже-Петр, его называют, да. Дошел он практически до Казани, но разворачивается, потому что узнает о смерти Лжедмитрия. В принципе, это была такая разбойная ватага. Вот. Другое прозвище этого человека — Илейка Муромец, кстати, что характерно. То есть тот самый богатырь, он у нас является не только вот этим киевским былинным богатырем, всплывает вот это понятие Илья Муромец, да, и печорским монахом, но и деятель смутного времени. И он обратно уходит как бы на Нижнюю Волгу. То есть вот это первая волна смуты, которая приходит сюда. Дальше у нас 1607 год. Лжедмитрия I убивают, вот, расчленяют тело, стреляют из пушки им, да, то есть оттуда, откуда же пришел, да, выбирают на Москве царя Василия Шуйского, его называют боярский царь, да, потому что, ну, Шуйский такая боярская фамилия, хотя, в принципе, шуйские потомки Рюриковичей. Если бы они удержались у нас у власти, то у нас бы считалось восстановлением династии Рюриковичей после краткого вот этого периода, там, Годунова и самозванца, вот. И уже вот с 7-го года все Поволжье, оно у нас тоже превращается в арену боевых действий. Против Шуйского сначала восстает Иван Болотников, один из лидеров войск, которые как бы поднялись уже при Лжедмитрии I, человек трудной судьбы, да, побывавший и рабом в Венеции, да, и через всю Турцию проехавший. Вот. Это движение в поддержку законного царя Дмитрия Ивановича. Хотя Лжедмитрий I убит, среди народа нет веры, то, что убит царь, да, считают, что он где-то жив, и под главенством Ивана Болотникова поднимается движение, которое было жестко антиэлитарным, оно включило все самые люмпинские слои, они там жгли поместья, ну то есть все, что мы потом видели во время Разинщины и Пугачевщины. После поражения Болотникова появляется Лжедмитрий II, то есть как бы опять явившийся царь, выживший, да, вот этот. И он формирует свой лагерь в подмосковном селе Тушино. В Среднем Поволжье какое-то время на стороне болотниковцев выступал Свияжск, Чебоксары, но из Казани вот это движение удалось
подавить, да, увещание было, епитемия наложена была митрополитом Ефремом на жителей Свияжска, то есть как бы вернули их в подчинение Василию Шуйскому. Но когда уже появилось два альтернативных центра в России, уже ничего не могло сдержать эту обстановку. То есть у нас в Москве есть царь Василий Иванович Шуйский, да, и в Тушине, в подмосковном, есть царь Дмитрий Иванович. Здесь он изображен каким-то голодранцем, да, ну потому что самозванец. Но, конечно, для своих людей он был законным государем. Многие в это не верили, но какой-то центр, как бы такое объединение. На Москве патриарх у нас Гермоген, да, и в Тушине патриарх Филарет Романов, да, папа будущего первого царя. В Москве Боярская дума, в Тушине Боярская дума, все приказы полностью дублируются. То есть под Москвой существует два центра, и вся страна разделяется на два таких центра. И вот эта вот война, которая началась в Поволжье с 1607-1608 года, она главным образом происходит под знаменем вот как раз противостояния двух этих царей. Вот. Города Алатырь, Арзамас, Курмыш, Касимов, да, еще существовавшего вполне легально, татарского Касимовского ханства, они все поддерживают полностью Тушинский лагерь. Да? Вот. Нижний Новгород и Казань единственные, кто в Поволжье остаются вот за Василия Шуйского. Причем очень характерно, что по донесениям казанских воевод и дьяков, в общем-то, местное население Казанского уезда, служилые татары, ясачные чуваши, черемисы, ватяки, они вполне тоже лояльны Василию Шуйскому, иначе бы они написали, если бы был мятеж. Собственно говоря, начиная вот с 1607 года, как происходит история? Как только у нас оканчиваются летние работы, да, там уже осень, начинается зима, с горной стороны вот всех этих городов люди собираются в ватаги и идут по одному направлению брать штурмом Нижний Новгород, а по другому направлению ближайший город на правом берегу Волги — это Свияжск. Начинается осада Свияжска, Свияжск взять не получается, параллельно разоряются все соседние как бы территории, да, то есть на летнее время опять некоторая передышка, опять поход вот в этом же самом направлении. В конце 1608 года на помощь казанским воеводам, которые вместе со Свияжском держат сторону Василия Шуйского, приходит понизовая рать боярина Шереметьева. Шереметьев был отправлен против тушинцев в Астрахань, вот, но потом, поскольку уже на территории Центральной России идет очень жестокое противостояние вот этих двух партий, его вызывают на помощь к Москве. А идет он как по Волге. И в конце 8-го года Шереметьев снова проходит у нас по территории Поволжья, отбивает осажденный Свияжск, разбивает у Чебоксар, вот, тушинцев, и идет дальше в сторону Москвы. Тушинцев он разбивает, но вот были арзамасские мурзы, братья Мустафины, они около Космодемьянска переправляются как раз на левый берег Волги, и уже в Вятской земле начинается вот это движение за законного царя Дмитрия Ивановича. Сначала они проходят по Марийским землям, по Луговым, и туда из Казани высылается рать. Там они терпят поражение, и марийцы опять присягают Казани в очередной раз. Видимо, ну, наступление вот это из-за Волги сопровождалось каким-то насилием, да, то есть средневековая война не знает вот таких понятий, да, там какой-то близости. Есть одна ватага, да, есть другая ватага, есть мирное население, за счет которого они кормятся. Такое вот разделение продолжалось. Ну вот самый апофеоз дружбы народов, я вот хочу сейчас зачитать. Действительно, вот вопрос, чем это было, да, что это было? Это было антиколониальное восстание народов, да, то есть против русской администрации? Вроде как нет, потому что с одной и той же стороны там были каждой твари по паре, да, там были и русские, и татары, и чуваши, и марийцы, и все, да. Как бы тоже не получается. Это было классовое восстание обездоленных слоев против верховной власти, да, тоже не получается, потому что даже советские историки признавали, что служилые мурзы, служилые люди, там целый князь Роман Троекуров в Чебоксарах тушинцами командовал, да, это тоже как бы не получается классовое разделение, но очень четкое вот это региональное разделение. Казань с одной стороны, вот эти вот города, которые чуть южнее, да, современный юг Нижегородской области, Мордовия, да, Улус-Махши, вот этот ордынский, да, вот этот весь,
он как-то вот держится со стороны Лжедмитрия, да. Самый апофеоз этой дружбы народов, вот такой, да, в кавычках, он произошел у нас 11 марта 1609 года, когда в очередной раз собирается вот там на юге армия, да, для похода на Свияжск. И вот потом казанские воеводы, одержав верх, они вот как описывают состав сил. Да приходили в горную сторону, во Свияжский уезд, собрав все воры с Алатыря, с Курмыша, из Ядрина, из Арзамаса, из Темникова, из Касимова. Города представляем, да, опять у нас Чувашия, Мордовия, юг Нижегородской области и Касимов уже в Рязани, да. Теперь смотрим национальный состав лидеров этих повстанцев. Вот. Кто? Князь Яналейк Шугуров, вот, Арзамасский, Брюшейко Яникеев, Иван Смеленев, Федька Киреев, Якушка Глитков, Васька Ртищев, Семейка Кузьминский. Тоже и русские, и татарские имена фигурируют. Состав войска. Да с ними сборные многие люди тех городов. Дети боярские, то есть русские дворяне, и стрельцы, и мордва, и бортники. Бортники – это те люди, которые работали в лесах, добывали мед, тоже финно-угорского происхождения. Они как в отдельную касту всегда выводятся. И горные чуваши, то есть чуваши с нынешней территории Чувашской республики, и Черемиса, и хотели они приходить к Свияжскому городу. А мы послали из Казани в горную сторону на тех воров стрелецких голов Осипа Зюзина и Андрея Хохлова с товарищи, а с ними казанскую многую рать. Дворян и детей боярских, то есть русские войска, да, и служилых князей и мурс, уже татары пошли, и новокрещенов, и татар, и чувашу, и черемису, и ватиков, и лаишевских полонянников, бусарманов. Лаишевские полонянники, вот есть гипотеза, что это латыши, немцы, плененные во время Ливонской войны. Вот. То есть вообще совершенно другое население, не местное. Потому что Казань у нас в 16 веке служила местом ссылки для немцев, для латышей, для литвин, то есть это литовцы, белорусы, да, те самые люди, которые были взяты в плен во время Ливонской войны и переселены на тогдашнюю окраину. Вот. Ну и марта в 11-й день писали нам казанские головы, что они на тех воров пришли, и марта в 10-й день Божьей милостью Пречистой Богородицы новоявленного образа иже в Казани, то есть это первая победа, связанная с казанской иконой воинская, и великих чудотворцев Гурья в Арсенофе, всех святых молитвами, государевым царевым великого князя Ивана Василия Ивановича и всея Руси счастьем, всех ратных людей к государю их прямую службу, тех воров в горной стороне, в деревне Бурундукове побили всех на голову, и многих поймали, и набаты, и знамена их взяли. Вот такая вот победа, такая вот битва народов была где-то на территории Кайбицкого района, там, где Свияга течет. Вот. То есть совершенно вот сложно определить эту битву, за что она была. Понятно, что за два центра, понятно, что какие-то разные регионы выясняют отношения. К 2010 году ситуация немножечко у нас меняется, чуть попозже. В 2010 году у нас есть уже источник более поздний, вот, где было написано, что владелец земель уже на луговой стороне, есть село Камаево, да, князь Камай Смеленев татарский, он собрал татар, чуваш, марийцев. Ну, под чувашами тоже разумеем татар, да, потому что речь идет о луговой стороне, на высокой горе для наступления на Казань. Видимо, здесь тоже какое-то с левого берега бурление началось, да, но слободские татары эту инициативу не поддержали, к татарской слободы под Казанью, которые действительно могли обеспечить доступ этому войску Казанскому Кремлю, и затея провалилась, они просто разошлись по домам. Но в 2010 году в целом, вот когда был этот эпизод, там вообще вся карта у нас политическая полностью меняется. Князя, великого князя и царя Василия Шуйского у нас отстраняют от власти и постригают монахи насильно, да, выкрикивая за него обеты монашеские. А Лжедмитрий II погибает от рук крещенного татарина Петра Урусова. Да. Он казнил Ураз Мухаммада, касимовского хана. Вот, касимовский хан Ураз Мухаммад, он происходил у нас из Сибири, казахи его считают своим, кстати говоря, да, и он был казнен Лжедмитрием II, за это как бы был отомщен. Вот. Тушинский лагерь еще до этого разваливается, центром становится Калуга, то есть, по сути, оба вот этих претендента, они в 2010 году у нас, и выбывают из строя. Что делать дальше в стране? Ну, в Москве, понятное дело, обсуждается у нас царевич Владислав. Давайте призовем царя из-за границы. Будет у нас из соседней страны, где живут, ну, бывшая Русь, по сути, да, польско-литовское государство, оно еще и русское во многом было. Там русский язык в Великом княжестве Литовском, его
так сказать, западная ветвь, которая стала белорусским и украинским языком позднее, она у нас государственный язык был долгое время и основной. Пришла идея действительно призвать царя оттуда, в Москве вот это все обсуждается. А что в Казани происходит? В Казани в это время, как пишут, из Москвы никаких вестей, как бы ничего не знаем, да, то есть полностью оторванный регион. Да, по-прежнему какие-то боевые действия продолжаются, в Чебоксарах опять вот эта Тушинская партия, уже без царя, без своего, собирает войско очередное для похода на Казань. Ну, значит, не особо за царя они и воевали, да, то есть просто какие-то свои цели были. Вот. Что происходит в Казани? Вот есть известие в новом летописце, в других источниках 9 января 1611 года. Приехал из Москвы в Казань бывший местный дьяк, служивший в Казани, а потом уехавший в Москву, Афанасий Евдокимов его звали. И вот он рассказывает, что в Москве сейчас управляют всем литовские люди, как тогда говорили. Но это поляки, литовцы, белорусы, то есть вот представители Речи Посполитой, западного соседа и давнего противника России. Вот. Что кругом стоят патрули, царя нет, патриарх арестован, вот, вере православной великое поругание. И в этих условиях казанцы ищут, кому бы присягнуть. Лжедмитрий II к этому времени у нас уже убит. Вот, но доказаний, известия о том, что Лжедмитрий II убит, нету. И Лжедмитрий II остается как бы, ну, вот единственным таким этим выбором. Местный царь-то кто у нас, да? Дмитрий Иванович. И казанцы присягают Дмитрию Ивановичу у нас в это самое время. И что самое главное, они обязуются следовать решениям, отказываются следовать решениям, которые в Москве принимаются, поскольку там легитимной власти нет. Вот. Во-вторых, такое требование прекратить вот эту распрю. Звучит это так. И промеж себя нам, боярам, дьякам и головам, и детям боярским, и сотникам, и стрельцам, и посадским людям друг друга не убивать, не грабить, лихо друг другу не хотеть. Вот. В-третьих, властью главной, пока нет царя, признается только местная казанская администрация. То есть это воевода Морозов, Бельской, дьяк Шульгин и Дичков. И в-четвертых, ни в коем случае не слушать казаков и в города их не пускать. Казаки в это время считаются главными источниками смуты, главными разносчиками смуты. Почему это так? Дело в том, что казачество, которое у нас в 16 веке, да, формируется как вот эти войска на границе России потихоньку, да, в период смуты вбирает в себя совершенно другие элементы. Появляется термин «вольное казачество». То есть, ну, представьте себе отряд полевого командира, назовем современным термином, да, с Дона или с Запорожья оказывается в центральной России. Он сразу вбирает в себя всех, кто недоволен, сразу вбирает в себя всех, кто готов пойти на большую дорогу. Это и крестьяне, которые восставали против помещиков, и служилые люди. И они тоже принимают на себя казачий образ, то есть живут как вольные люди, начинают в одежде заимствовать, то есть вот это все. Как правило, они следовали, да, либо за кем-то из законных царей, да, Дмитрия Ивановичей, да, у них был Лжедмитрий I, потом Лжедмитрий II, потом именно в казачьей среде рождается Лжедмитрий III, псковский самозванец. И таких самозванцев было много, казачья среда, она была богата на их происхождение. Все амбициозные, все свободные, никому не кланяются, да, вот. Поэтому жители городов, они договариваются, казаков не принимать. Я бы с ОПГ их сравнил. У них там вот была практика, приставство называлось, это конкретно крышевание. То есть вот точный перевод приставства казачьего – это крышевание. Мы еще к этому вернемся. Они приходили и говорили, что за безопасность, ребята, чтобы жить мирно, давайте как бы нам сколько-то отстегивайте процент. Неважно, монастыри, там, помещики, приставство было понятие. То есть, вот. И казачьи эти станицы, они по всей России ходили, кочевали, как бы. Но у них какой-то там гиперрелигиозной идеи не было. Это именно вот, я бы больше, наверное, с промышленными этими преступными группировками такими сравнил в нынешнем понимании. Вот. До превращения их в регулярные вот эти войска, Донское, Кубанское, там, Забайкальское, еще много-много историй пройдет. Тут совсем иная история. И эти же требования Казань требует придерживаться Вятскую землю. То есть они вместе присягают Лжедмитрию II, вот, держаться вместе, не признавать того, кто в Москве. Но внезапно, да, приходит известие, что мы присягнули тому, кого уже в живых нет, да? Что делать тогда? Образуется определенный кризис власти, вакуум власти. Но установка на то, что местная казанская администрация, она как бы превалирующая, она главенствующая, она у нас сохраняется и в это самое время. По этой же теме есть интересные известия
источника под названием «Новый летописец», что когда казанцы надумали присягать Лжедмитрию II, единственный, кто противился этому, был воевода Богдан Бельской. Он увещевал казанцев: не делайте этого, и его изображают таким прямым патриотом. Богдан Бельской человек был колоритный, конечно, но его вот каким-то таким бескорыстным, пламенным патриотом очень сложно изобразить. Это племянник Малюта Скуратова, который поднялся за счет дяди при Иване Грозном. На службе у Ивана Грозного он курировал деликатные дипломатические поручения, а также знахарей, ворожей, толмачей. То есть по особым поручениям человек был. Иван Грозный умер в присутствии Богдана Бельского. Играл в шахматы, поэтому была версия о его отравлении. Сразу после смерти Ивана Грозного он хотел посадить на престол царевича Дмитрия, но столкнулся с Борисом Годуновым, который был женат на дочери Малюта Скуратова. Люди в тени чужие, да? Вот. И они вот дальше начинают конфликтовать между собой. За заговорщичество Бельского посылают в Нижний Новгород воеводой подальше, да, из Москвы. Как только царевич Дмитрий умирают, из ссылки этой возвращают. Вот. Но после смерти Федора Ивановича, царя, Богдан Бельской снова организовывает переворот. Семен Бекбулатовича, татарского вот этого чингизида, хочет сделать царем московским. Только не Борис Годунов, не любил он его сильно. Да? Вот. За это очередная ссылка в степь, строить город Борисов рядом с казачьими землями. И Богдан Бельской там похвалялся, что Борис в Москве царь, я в Борисове царь. Вот. Ну, поскольку не Борис Годунов легитимным царем не считался, да, если он царь, тогда и я тоже царь. Да? Вот. В общем, человек был неординарный, человек был склонный к интригам. И даже Василий Шуйский, когда пришел к власти, его тоже подальше отправил младшим воеводой, меньшим в Казань, то есть от себя подальше. Вот. Ну и представить его таким вот прямым там патриотом, это немножко, ну, натяжечка, да, человек всегда имел какой-то свой интерес. Скорее всего, его источники представляют вот таким героем, потому что у него были хорошие отношения с Романовыми изначально. А новый летописец писался, источник 17 века, по которому смуту долгое время воспринимали как, ну, наиболее адекватные картины именно в окружении Филарета Романова, отца Михаила Федоровича. Вот. Загоскин, и Загоскин принимает версию нового летописца. Так вот, Богдан Бельской у нас противостоит этой присяге, его за это сбрасывают с раскату. Ну, скорее всего, со Спасской башни, которая выглядела тогда вот таким образом. Восьмерика еще не было, да, была просто вот такая крыша. Вот. Восьмерик надстроят у нас в самом конце 17-го, начале 18 века, где часы сейчас. Вот. Оттуда его сбросили, он погиб, и после этого власть захватывает в Казани дьяк Никанор Шульгин, который начинает манипулировать остальными воеводами и дьяками. И эту версию полностью Загоскин проговаривает, эту версию проговаривает любой путеводитель краеведческий по Казани, который, если касается темы смуты, то обязательно вот этот сюжет приводит. На самом деле, вот эта присяга Лжедмитрию, там Богдан Бельской есть, и он присягал Лжедмитрию тоже. Загоскин говорит, что, скорее всего, просто вписали имя, чтобы для важности, да, что скрыть факт убийства, да. Но это подход, если источники противоречат друг другу, тем хуже для источников получается у нас, да. По факту историки-архивисты, которые публиковали исследование смуты в 1889 году, они нашли документ, где говорится, что он был убит намного позже, 3 марта того же 611 года. То есть, возможно, конфликт у него действительно был с какой-то из казанских группировок. Вот ситуация этого вакуума. Но явно не за присягу Лжедмитрию его сбросили. Поэтому, когда вам говорят, что противостоял Бельской присяге Лжедмитрию, сразу включайте скепсис, потому что вот, это не так. Так вот, что же после этого у нас происходит? Под Москвой в это время у нас в Рязани формируется уже в 1611 году первое ополчение, и туда у нас уезжает в конце концов второй воевода Морозов. То есть он собирает определенную казанскую рать и уходит на помощь Прокопию Липунову. Они, конечно, пришли немножко позже, взяли с собой вот этот казанский образ, который стал после этого символом, да, освобождения от иноземной власти. Вот. И в Казани действительно во главе администрации встает человек, ну, младшего чина, дьяк Никанор Михайлович Шульгин, поскольку он просто формально был старший. Но тут было и неформальное лидерство. Скорее всего, человек действительно был яркий, амбициозный и одаренный. Потому что по его происхождению из провинциального вот этого дворянства ни о каких высотах, ни о каком управлении целой Казанью он и помыслить не мог. Да? То есть там максимум действительно
разбирать споры между помещиками, участвовать в организации делопроизводства, писарей гонять, да, ну и какие-то вот имущественные конфликты улаживать. Он же у нас во время смуты ходит со стрельцами на войну, вот. Он же принимает участие во всех вот этих драматических событиях, ну и впервые употребил этот термин сам Загоскин, да, это казанский диктатор Никанор Шульгин. Вот это о нем, да, то есть харизматический лидер, который в условиях смуты берет власть к себе, и в это же самое время у нас внезапно все документы в Среднем Поволжье начинают приниматься от имени всей земли Казанского государства. Какого-то ноу-хау в этом понятии казанское государство, надо сказать, нет. Потому что, ну, во-первых, Казань не так называлось. Царство Казанское, все Среднее Поволжье. Полчаса у меня еще, да? Царство Казанское и так называлось, все Среднее Поволжье. Вот. Во-вторых, государствами назывались официально вполне, Платонов об этом хорошо пишет, бывшие земли, которые вошли в состав вот этой Московской Руси. То есть было и новгородское государство, бывшая новгородская земля, и, соответственно, Казанское государство. Но почему подчеркивается вот это понятие? Ну, царя на Москве нет как такового, да? Вот. Поэтому вся земля Казанская. И все документы, которые есть у нас в Среднем Поволжье в это время, принимаются от имени всех сословных и этнических групп, какие только есть у нас в Среднем Поволжье. Ну вот, для примера можно привести. После того, как убили Прокопия Ляпунова казаки, определенная такая конституция принимается. Вот как это звучит. И митрополит, и мы, всякие люди Казанского государства, князи и мурзы, и татаровя, и чуваши, и черемиса, и ватики сослались с Нижним Новым городом и со всеми городы поволжскими и горными, и луговыми, и с горными и луговыми татары, и с луговую черемисою, о том, чтобы нам быть и всем в совете и в соединении за московское и за казанское государство стоять, и друг друга не побивать, и не грабить, и дурно ни над кем не учините, а кто до вины дойдет, ему чините по приговору, смотря по вине. Вот. И воевод, и дьяков, и голов всяких приказных других в города не пускать, и прежних не переменять. То есть эта администрация остается, она считается легальная. И казаков в города не пущайте, и стоять на том крепко до тех мест, пока нам Бог на московское государство государя не даст. То есть вот такая временная власть. Интересно, что в том же самом новом летописце под всей землей казанской, обычно Курултай тоже, разумеется, в виду, когда нет в Казани хана, да, у нас в 15-16 веке, говорят, выбрали хана всей землей казанской. То есть, возможно, вот этот термин «вся земля казанского государства», он каким-то образом в этом русском сознании литературном перекочевал. Да? То есть, здесь такая же ситуация. Нет царя, все сословные группы каким-то образом между собой договариваются. В это же самое время у нас в документах внезапно появляется посадский староста Федор Абатуров и посадские выборные люди. Воевод назначенцев с Москвы нет, зато казанский русский посад внезапно начинает приобретать какие-то республиканские формы, как в господине Великом Новгороде. То есть они решают земельные споры, вместе выезжают, подписывают документы. Людей, которые по старому московскому ранжиру в принципе не могли в таких документах участвовать, вот, документы вот этого периода знают. Вот, и Федор Абатуров является правой рукой вот этого Никанора Шульгина. Ну и вот здесь указана, да, роль личности вот этого дьяка Никанора Шульгина. Что происходит с межэтнической ситуацией и вот с этой военной ситуацией? В принципе, на период 1611-1613 года вот эта война, она прекращается в Казани. По какой причине? Ну вот, вряд ли, конечно, все были такие благодушные, что решили, давайте у нас будет мир и согласие, да, как сейчас на этих здравницах в честь Дня народного единства говорят, да. Но элементарно, долгое время повстанцы не могли взять Казань, да, то есть, ну не могли объективно, ни Свияжск, ни Казань, не было осадных орудий, не было сил, иначе давно бы взяли. Поэтому проще сложить оружие. Казанская русская администрация, она тоже ничего не может сделать с этим населением, которое уже почувствовало и татарское, и чувашское, и марийское за собой силу. Это вооруженный народ, по сути, на данном моменте. Поэтому, видимо, ничего другого всем этим силам не оставалось, как найти какой-то, ну, приемлемый способ какого-то сосуществования. И вот Николай Павлович Загоскин очень критично относится, что Никанор Шульгин подписывал грамоты именами чуваш, там, черемисов, да, что это было пускание пыли в глаза. На самом деле, как он говорил, сидели по своим медвежьим углам и никого знать не знали. Но Николай Павлович, он все-таки
как сказать, отнес ситуацию 19 века, да, когда были уже вот эти медвежьи углы, тихие там финно-угорские народы, да, которые знать ничего не знали, к ситуации 17 века, когда это действительно были, в принципе, это был вооруженный народ. Ясачные люди тоже держали в руках оружие, поставляли людей в армии, и с ними надо было договариваться. То есть некое подобие общественного договора у нас в это время формируется здесь, в Среднем Поволжье. Но другой вопрос, как вот это государство, которое здесь образовалось, да, Казанское государство, должно взаимодействовать с новыми центрами власти? Сначала идет долгая переписка Казани с первым ополчением Прокопия Ляпунова. Первое ополчение в Рязани начинается. Рязанские люди, служилые, самые такие воинственные были, потому что они всегда на границе со степью были. Отправляют в Казань письма города верхневолжские. Причем к Казани относятся очень уважительно. У Казани был царский статус, поскольку это царская столица. И жители там Костромы, Ярославля пишут: мы вам меньше и большим не смеем указывать, но, пожалуйста, пришлите войско к нам в первое ополчение. Прокопий Ляпунов, конечно, так не мог писать. Он пишет «Великое Казанское государство», но приписывает вотчину Московского государства, что Москва все-таки старше вот этого Великого Казанского государства. Вот. Ну, конечно, за ним все подмосковные города были, он не мог уронить свое достоинство. Действительно, в 611 году ополчение пополняется Казанской ратью под руководством Морозова. Как раз Шульгин после этого у нас тут за главного остался. Вот. Приезжают они уже к тому моменту, когда Прокопия Ляпунова убили казаки. Характерный момент был, да, во всех церковных проповедях об этом не говорят, потому что у нас сейчас казачество православное, благочестивое, но когда привезли вот казанскую икону, казанская рать, все встали на колени, да, православные, кто были казаки, оставались на конях. И вот с этого первый конфликт казанской рати с казаками начался, потому что они считали ниже своего достоинства перед какими-то дворянишками, вот эти вольные люди, да, пасть на колени. Вот. После убийства Ляпунова Казань принимает вот эту вот, как я ее называю, в кавычках, конституция, конечно же, в кавычках, да, я как бы в этом случае говорю не академическим языком, о том, чтобы вместе с Нижним Новгородом не признавать никакой власти, потому что подмосковные таборы казачьи, они выбрали себе очередного самозванца, Лжедмитрия III. И идет присяга активная новому царю Дмитрию Ивановичу, вернее, тому же самому. В то, что это реальный царь Дмитрий, уже никто не верит, но какой-то центр им нужен, да. И Казань с Нижним Новгородом, они в этом плане сразу принимают решение выбирать царя всей землей, никого, кто принят под Москвой там, или присылается из-за границы, не принимать. Вот. Осенью 12 года в Нижнем формируется уже ополчение. Причем Никанор Шульгин, вот этот вот смутьян, противник ополчения, он смотрит по соседним городам, кто в Нижний войско не послал. Был Елагин, воевода города Курмыша, это сейчас территория Нижнего Новгорода, Нижегородской области, на границе с Чувашией. Когда-то город, сейчас сельское уже поселение, и он тамошнего воеводу буквально берет в охапку, да, и приводит в Казань с требованием: пошли войско в Нижний, да, к ополчению. То есть Казань действует заодно с Нижним Новгородом. В Казань прибывает Иван Биркин, это родственник Ляпуновых, вот, один из деятелей тоже первых Нижегородского ополчения, собирать рать для похода на Москву. Но в Казань уже Казанская рать ко второму ополчению присоединяется достаточно поздно, когда эта рать была в Ярославле. Вот, когда формируется там альтернативный центр власти, Совет всея земли, это была весна 1612 года. И вот в это самое время происходит определенный раскол между позициями. Дело в том, что новый летописец, Загоскин, они как говорят, Никанор Шульгин собрал войско для отвода глаз. Попробуйте собрать войско от Пермского края до Чебоксар для отвода глаз, чтобы изломать комедию, да? Вот. Это очень сложно сделать, это сложное мероприятие, когда у вас нет, ну, рычагов власти нормальной, когда смута. И еще пройдите с ней до Верхней Волги, да, чтобы потом вот так вернуться просто так. То есть войско, скорее всего, действительно собиралось, вот, было послано, но произошел конфликт. Биркин, глава войска Казанского, он был во втором ополчении изначально номер 2 после Пожарского.
А в Совете всея земли рядом с Пожарским уже сидели бояре, тот же Морозов, казанский бывший воевода, которые были намного более родовитые, чем этот самый Биркин, и его попросили занять последнее место. Он, который привел огромное казанское войско, где и русские стрельцы, и татары, и чуваши, и марийцы, он не мог согласиться на такое понижение статуса вот этого великого государства казанского. Был конфликт откровенный в Ярославле, когда дело доходило до уже столкновений. Причем старые бойцы вот этого ополчения, там, смоленские дворяне, которые изначально были заменены за Пожарского, они поддерживали позицию Биркина, что он имеет право. Вот. Но был скандал вот этот, и казанская рать действительно вернулась. И в московском походе, в освобождении Москвы, казанцы уже участие принимали только те, кто пришли туда с Морозовым, и те, кто пожелали остаться в ополчении. А Никанор Шульгин и основная территория казанского вот этого государства, они оставались несколько в стороне. И возникает действительно деликатная ситуация. В Москве у нас образуется новая власть осенью 1612 года. То есть она готовит созыв Земского собора. Казань вроде как со всей землей вместе принимала участие изначально в движении. Потом немножко пути разошлись. Что делать теперь? Вот этот этап, этой истории очень так превратно трактуется разными источниками. И там действительно сложно сейчас вот истину установить, наверное. Потребуются какие-то дополнительные данные. С одной стороны, Шульгин у нас бойкотирует выборы Земского собора. То есть он не присылает от Казани выборных, то есть людей, и требует Вятскую землю, потому что вместе присягали когда-то Лжедмитрию II следовать за Казанью. То есть с новой московской властью отношений не имеем. Те казанские служилые люди, русские, татары, которые участвовали во взятии Москвы, вот, они возвращаются в Казань, многих из них арестовывают. При этом те казанские стрельцы, которые служили и оставались всегда в Казани, они, наоборот, получают дополнительное жалование для лояльности. Да? Когда Вятка в итоге решает, что все уже, как бы, власть сменилась, надо в Москве подчиняться, и решает послать туда на Земский собор своих делегатов, Шульгин отправляет на Вятку 500 казанских стрельцов во главе с Анучиным, и они полностью подчиняют Вятку Казани. То есть, как писали вот историки, Корецкий, Лукичев, Станиславский, это впервые, даже в Казанское ханство такого не было, чтобы Вятская земля подчинялась Казани. Она всегда была немножко обособленной. С другой стороны, Шульгин демонстрирует Москве, как сказать, конструктивную позицию, как бы мы сейчас сказали. Он действительно предлагает, что вот смотрите, московское правительство Трубецкой, Пожарский, царя пока еще не избрали, у вас есть большая проблема, у вас есть казаки, те же самые Заруцкого, которые решили считать своим царем сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек Иван Дмитриевич Варенок по прозвищу, мальчик с несчастной судьбой. У вас появилась вот эта проблема в виде неуправляемых казаков. Давайте я вам с ними помогу. Мы отправим войско в Рязанскую область, и идет туда огромная рать. Свияжские татары, Аклыч Тугушев командует этим войском, и они отбивают войско Заруцкого. Он после этого потихонечку у нас отступает в сторону Астрахани. Потом он сам в начале 1613 года, Шульгин, собирает снова большую казанскую рать, и для того, чтобы Земский собор проходил в спокойствии, без угрозы со стороны Заруцкого, приходит в Арзамас с этой ратью уже весной 1613 года. Вот. То есть, с одной стороны, своя позиция, с другой стороны, какой-то конструктив. Но мне это вот напоминает фамилию другого человека. Наше начинается, да, у нас был руководитель, да, то есть тоже, с одной стороны, мы конструктивно действуем, с другой стороны, свою позицию своего, как бы, региона мы будем отстаивать, как бы, каким-то образом. Вот. При этом без какого-то явного конфликта, все дипломатическими методами. Ну, в конце концов, выбирают царя Михаила уже в 1613 году. Что происходит? Что мы видим по источникам? Новый летописец рисует нам картину, конечно, тоже в таких негативных красках, что Шульгин отказался присягать, и Казанская рать отказалась присягать новому царю, и чтобы начать борьбу против нового царя с новой силой, да, Шульгин возвращается в Казань, потому что, говорит, без казанского согласия я не могу крест новому царю целовать. А по пути его арестовывают Свияжский при каких-то обстоятельствах, которые до сих пор выяснить никому не удалось. В найденной переписке Шульгина и Земского собора все немножко иначе. Его уже, Шульгина, там зовут
Никанор Михайлович, это честь не дьякону воеводы, всячески ублажают, говорят, что великое казанское государство всегда было с нами вместе, всегда служило, то есть абсолютно другая картина, никакого вора Шульгина, там дьяка нет, да. При этом он соглашается на присягу и сам просит Земский собор вернуться в Казань, потому что войско устало, измоталось, надо возвращаться по домам. Вот. Возвращаются они в Казань, но в это самое время припомнилась вот та история с арестом служилых людей, которые участвовали в штурме Москвы, и с Вяткой. Многие ветчане и вот эти служилые люди арестованные, у них были родственники в Казани. Ну и был определенный, видимо, негатив, там произошел переворот. Сторонников Шульгина свергают в это время, а Батурова, вот этого земского старосту, его сажают самого в темницу, а тех, кого Шульгин задержал, опасаясь за свою собственную власть, и тех, кого он привел в кандалах из Вятки за сотрудничество с Москвой, они выходят на свободу и образуют новую администрацию. Второй дьяк Дичков, дворянин Веревкин, вот такая вот тоже временное правительство. И они ждут, что Шульгин вернется, на позатских казанских стенах стоят заставы, смотрят вдаль, да, не вернется ли он, готовится к новому штурму города. Вот. Но, доехав до Свияжска, Шульгин пошел с небольшим отрядом вперед и был арестован жителями этого города. Они сказали, что в Казани тебе делать нечего, списались с Казанью. Видимо, люди устали от войны. Видимо, ну, позиция вот этого амбициозного деятеля казалась конфликтной, да, то есть боялись царского гнева, боялись конфликта с Москвой. Его действительно арестовывают, отправляют в Москву. Вот. Ну и чем закончится эта история? Вот у меня есть даже слайд целый, да, чем закончилась история Шульгина и Казанского государства. У нас карта Сибири здесь, да. До 18 года Шульгин сидит в Москве, в темнице, когда подходит царевич Владислав, королевич у нас польский, к Москве, война с Польшей продолжается, в 1618 году его высылают в Сибирь, в Тобольск. Сначала в качестве ссыльного, а затем уже его делают там просто служилым человеком. И сибирские историки тоже дополнили вот эту нами неведомую историю. Все потомство Шульгина многочисленное было одной из самых влиятельных династий в Сибири, вот этих служилых. Они служили в Якутске, служили в Даурии, доходили до Китая. И, судя по всему, сам Никанор Михайлович там умер в почете, то есть не как ссыльный. Более того, в 1648 году было городское восстание в Томске, в городе. И тамошние лидеры им потом инкриминировали это восстание, что они захотели Томском завладеть так же, как Никанор завладел Казанью. То есть память об этом человеке, она еще в Сибири долгое время жила. Его помощник Федор Абатуров уехал вот сюда, в Мангазею. Это такой город торговцев мехом у нас на практически берегу Ледовитого океана, да, который по Северному торговому пути. Вот. От него тоже сохранился источник, письмо его маме первого царя Романова, где он в 1631, кажется, году просит ее сложить свои кости на родной земле в Казани. Вот жил он в Мангазее в этой самой. Но, надо сказать, тоже не бедствовал. Он сделался там таможенным старостой, то есть мехоторговлю всю держал в своих руках. Да? То есть... И вот этот Биркин, который конфликтовал в Ярославле с лидерами второго ополчения, он тоже был мангазейским старостой. То есть все эти люди, они потеряли как бы власть над Казанью и уехали осваивать Сибирь. Вот. Что у нас происходит после этого? Так, время у меня уже кончается. В Среднее Поволжье у нас возвращается обычная воеводская система управления. Воеводы стараются вернуть все как раньше, да, в прежнее русло, чтобы система работала. Вот. Первоначально это не вызывает никакого негатива. Более того, вся Казань, все народы, да, они принимают участие в таких событиях, как война с Польшей, служилые татары отправляются под Смоленск забирать город, захваченный Польшей. Участвует казанская рать в походе на Ивана Заруцкого в Астрахань, вот, в том числе казанские служилые люди, в том числе Марину Мнишек пленили. Но появляется новый фактор. Казна Москвы в это время у нас разорена. Финансы поют романсы, как говорится. Да? То есть денег просто нет. Даже на коронацию еле-еле соскребают деньги, чтобы Михаила короновать в более-менее пристойной обстановке. А короновал его казанский митрополит Ефрем. Вот, поскольку старшего архиерея в России просто не было на тот момент.
и решают применить практику, которая позволила у нас победить второму ополчению. Если мы вот посмотрим, что сделал Минин, да, что сделали Минин, Пожарский. Патриотическая риторика вся, ну, сделали некий призыв, собрали войско, да, просто крикнуть на площади «ты Москву не освободишь». Да? Минин на самом деле построил финансовую систему. То есть он договорился с нижегородцами, убедил их, что мы будем отдавать каждый треть своего имущества, треть дохода. На что? На то, чтобы заплатить служилым людям. Потому что на патриотические выкрики, да, никто бы не пошел воевать. То есть служилый человек, это был, по сути, наемник. Да? Нет царя, ему кто-то должен другой платить. Поляки не хотят платить деньги, да, администрация оккупационная в Кремле. Давайте мы сами соберем деньги, и вот этих служилых людей, которые ищут, кому продать свое копье, кому продать свою саблю, мы их купим, обеспечим и направим в нужное русло. Вот, собственно говоря, что и сделал Минин. Вот в этом суть его деятельности. Он финансист прежде всего был. Раз с этой третьей деньгой, с третью имущество на ополчение, все хорошо получилось, давайте мы уже в мирное время тиражируем эту практику. И со всей земли начнем собирать пятую долю дохода. Это был 1614 год. Сначала предполагалось, что будут собирать с торгово-ремесленных посадских людей, да? Всех, кто занимается торговлей, производством кустарным. Там причем ценз, у кого больше 10 рублей доход, ну то есть людей состоятельных, они не со всех подряд. Но когда приехали люди-пятинщики в Казань, у них, по сути, указание, инструкция была какая? Собирай сколько можешь, собирай больше. И они стали собирать у всех подряд, да, то есть. И это начало вызывать конфликты. Первым взорвался Свияжск. Свияжск, как мы смотрели историю смуты, да, он больше всех пострадал вот от этой междоусобной войны. Что характерно, даже церковное местное руководство этих пятинщиков вежливо отправило обратно, потому что у нас, говорит, поместья нет, они все разорены, платить вам нечему. Торговцы прятали товары, свои пожитки, только чтобы не подпасть под этот налоговый учет. То есть Свияжск открыто противостоял вот этому. Приходят уже местные воеводские администрации доносы, что разговоры в татарской слободе идут нехорошие, о том, что теперь нам нужно держаться, когда в Москве восстановили государство, теперь нам больше не на кого опираться, нужно самим вместе держаться, да, и противостоять вот этому побору. Об этом же говорят в удаленных там марийских территориях, приходят доносы в казанскую администрацию, что готовят нападение на пятинщиков, что подговаривают вот, вооруженных людей. Но воеводы казанские, они вначале не дают хода этим делам, потому что понимают, регион изнуренный, и вот сейчас резко начинать политику кнута, ну, приведет к взрыву, к социальному. Вот. Казань нужна Москве, поскольку это резервуар войска. Все народы Поволжья в это время, даже ясачные люди, которые у нас считаются землепашцами, они все вооружены, они все готовы к походу и активно используются. Ну вот, у меня следующий слайд, да, вот я назвал это «Молодая династия Романовых в огненном кольце фронтов». Да, это был такой советский термин «Молодая Советская Республика в огненном конце фронтов». Вот. Потому что мы так изображаем конец смуты, да, у нас бьют колокола, славься, славься поют, да, там все сразу братаются, День народного единства, ничего подобного. Царь сидит в Москве, вот здесь, где красный флаг, да, и его никто не хочет слушать. У нас север России в это время превращается в вотчину вот этих казаков, которые стояли под московными таборами, да, вот, им куда-то надо деваться. Они идут на север. На севере соляные промыслы, пушные промыслы, и они начинают облагать эти промыслы вот этими самыми приставствами, то есть крышеванием, да. Царя они не слушают никоим образом. Более того, летом 15 года казаки демонстрируют свою силу московскому правительству. Атаман Баловень подходит к Москве и бренчит оружием. Москва несколько дней была на волоске от погрома казачьего. В это же самое время у нас еще вот только-только поймали здесь на юге. Советская карта, но очень налагается хорошо. Да? Это абсолютно не академический вывод, да, такой, но визуально похоже. Здесь в это время еще зарусские казаки, да, то есть на юге. И боятся, что казаки с севера пойдут на соединение с Зарусским через Казань. Там, где сейчас устье Казанки, да, там постоянное дежурство было. То есть ждали, что казаки по Волге пройдут на юг и все уничтожат по пути. Вот. Война с Польшей продолжается на Смоленском направлении. Великий Новгород полностью находится под властью Швеции. Шведы там держат свое новгородское государство, лояльное шведской короне. В июле 15 года начинается осада Пскова. Шведы, чтобы легализовать свои приобретения за время смуты, они взяли Новгород, они взяли
крепости на Балтике, в устье Невы, там, где потом будет Петербург. Шведам нужен мир хороший. И они решают продемонстрировать свою силу, захватив еще какой-нибудь город. Тогда они посадят московского царя за стол переговоров и легализуют все приобретения. И поэтому айда по Пскову ударим. Да? Приходит сам король молодой, 20-летний Густав Адольф. Начинается осада Пскова, но Псков был действительно твердый и мощный, и у шведов блицкрига не получилось. Шведы вообще, интересно, они выступали, в принципе, такими антагонистами поляков всегда, и руководители ополчений. Они смотрели ведь на шведского короля как на одного из возможных союзников. И Липунов Прокопий смотрел на Швецию как на потенциального союзника, и даже Пожарский. А лидер шведских наемников, которые действовали в России, де Лагардии, он вообще считал, что нужно взять Москву и посадить одного из шведских принцев в Москве, и будет объединенное шведско-российское государство. Но де Лагардии не нашел понимания в самом Стокгольме. Стокгольм в это время ведет войну с Данией, им не до России. Они протестанты очень жесткие и считают православных еретиками, да, объединенное государство создавать. Нет. В итоге они вот идут по минимальному, да, забрать устье Невы, попытаться Новгород подчинить себе. Вот, поэтому очень жесткий шведский вопрос. Ну и, конечно, Смоленская война идет. Осада Смоленска, война против Польши. Польшу выгнали из Москвы, нужно продолжать эту войну на западном направлении. Поляки в это самое время вводят в игру, чтобы освободить немножко Смоленск от осады, своего такого джокера, это Лисовский. Лисовский – это один из ярких героев польской истории, героев и со знаком минусов, и со знаком плюс одновременно. Александр Юзеф Лисовский, по вере, кстати, не католик, протестант, что характерно, да, для Польши. У него было наказание, да, он был лишен всех прав на территории Польши, его могли убить и не иметь за это никакого уголовного наказания. И поэтому он уехал еще в начале смуты в Россию воевать, воевал в войсках всех самозванцев, от Лжедмитрия II до Лжедмитрия III в Пскове, прославился дерзкими рейдами. В Швеции в Польше про него слагали песни, что он чуть не до Урала дошел, и знаменитого идола Золотая Баба увез оттуда, да. Но по факту это не так, просто он по России умел устраивать рейды. Войско его состояло частью из польских авантюристов, частью из примкнувших к ним казаков, русских, татар, то есть такая бригада отпетых головорезов. И в 15 году вот он так вот движется, да, по всей территории России проходит. Это территория России, подконтрольная Москве. А отряд Лисовского идет и сжигает города с тем, чтобы ослабить удар по Смоленску. Вот здесь вот, под Орлом, его встречает войско Пожарского. Вот. Столкновение произошло, Пожарский не проиграл. Это уже было счастье, потому что победить Лисовского было нереально. После этого сражения ждут прихода войска Казанского, вот, которые собрали, чтобы уже действительно запереть Лисовского и не пустить его дальше в Россию. Казань из последних сил собирает всех служилых людей. Войско преимущественно татарское, чувашско-марийское. Почти 10 тысяч человек. Они движутся в направлении сюда. Но что-то потом происходит. Внезапно вот это войско казанское, оно поворачивает назад, и уже в конце 15 года, осенью 15 года, начинается восстание народов Среднего Поволжья. Вот. Что же произошло? Мы вспоминаем вот эту историю с Пятой деньгой. Первая Пятая деньга собиралась хотя бы только с торгово-ремесленного населения, а со всего остального считалось злоупотреблением, можно было жаловаться. В 15 году сбор второй Пятой деньги, которая вообще со всего населения, включая все народы Поволжья. И то есть они мобилизовали войска против Лисовского, зная, что люди уходят на войну, думая о своих домах, что к ним придут пятинщики, и начнется сплошное разорение. Они как только дошли до вот этой линии противостояния, видимо, пришли какие-то вести, войско это уходит, и начинается следующий этап смуты в Среднем Поволжье. Восстание Жан-Али или Джан-Али или Яналеевщина, 1615-1616 год. В это время уже идет жесткое противостояние. Это действительно вот то, что можно назвать восстанием народов Среднего Поволжья, антиколониальным, национально-освободительным за свою свободу. Литература вот здесь есть, где можно почитать об этом. Вот. Сначала они подступают к Казани, но Казань настолько мощная крепость, что взять не получилось. Потом начинается
от Мурома до Урала, до Сарапула и Осы, с участием всех буквально народов. И чуваш, и горных марийцев, и башкир даже уже, которые наступают у нас на Сарапул и Осу. Вот. Москва еще один фронт выдержать, конечно, не может. Да? То есть все местные войска, которые выходят против повстанцев, они терпят поражение, стрелецкое войско Зюзина. Есть спорный вопрос, кто возглавлял это восстание. Есть две версии. Какой Джан-Али, какой именно из Яналеев. Да? Яналей Шугуров, упоминаемый, алатырский князь, который устраивал поход в 9 году. Помните, я читал Бурундуковская битва, где вот такие две сборные солянки противостояли друг другу. По карамзинскому хронографу он возглавлял это восстание. Карамзинский хронограф – это источник, написанный Баимом Болтиным, служилый человек с Арзамаса. То есть он другого Яналея просто не знал, да, вот кроме этого князя Шугурова. Местные источники наши казанские, Казанского уезда, они знают Яналея Емаметьев или Джанмаметьев, то есть это служилый татарин, старый Урмат к северу от Казани. Вот. То есть вот спорный вопрос, кто из них был лидером восстания. Газиз Губайдуллин тоже поддерживал версию, что все-таки казанский служилый татарин, потому что центром был именно Казанский уезд. И это была война, где участвовали прежде всего казанские служилые татары, не арзамасская вот та сторона. Хотя частью повстанцы доходили даже до Мурома. Для Москвы это была действительно катастрофа. Мало того, что шведы, поляки, казаки, еще народы Поволжья подняли восстание. В это время, чтобы подавить это движение, сюда вот этих самых казаков с севера уже направляют, поскольку нужны были силы. Вот эти казаки с севера, они приходят и участвуют в подавлении. Нанимают наемников Строгановы, владельцы зауральских вот этих земель, тоже направляют уже с уральской стороны. И еле-еле к весне 16 года удалось восстание подавить. Во многом воспользовались расколом в самом татарском обществе, потому что татары служилые слободы, они поддержали официальную власть, и в том числе один из служилых татар, фамилию я в конспекте, если найду, пленил самого лидера, вот Яналея, Яналейку называли, именно тоже служилый татарин, то есть расколом воспользовались. Но что характерно, восстание, судя по всему, имело последствия значительные, потому что дальше вот в документах всего 17 века Бирюли, район нынешних Вятских полян, район селений, прилегающих к Казани, вот какие-то следы разорений во время Яналеевщины, село было сожжено, во время Яналеевщины потеряны документы, во время Яналеевщины марийцы соседние русские дворы порубили. То есть восстание было действительно очень ожесточенным, судя по всему. Вот. Ну, собственно говоря, на 16-м году вот активные события смуты в Среднем Поволжье у нас заканчиваются. Судебное дело и сыск по делу Яналеевского восстания возглавлял никто иной, как Кузьма Минин, основатель Нижегородского ополчения. И на пути из Казани в Москву с судебного процесса он, собственно говоря, и умер. Те ребята, которые придумали 15 лет назад Киришу Минибаева, да, абсолютно не подтверждающаяся источниками версия о татарском происхождении Минина, конечно, вот этот факт просто упустили из вида, да, о том, что татарское восстание Минин принял участие в его подавлении. Ну и резюмируя, да, у нас народы Среднего Поволжья и Приуралья в острый период смуты действительно находились по разные линии баррикад. Одни поддерживали Василия Шуйского, другие Лжедмитрия II. Кратковременная консолидация в составе Казанского государства произошла в период между царствия, когда царя не было, да, при участии русских местных. Вот это удивительный момент, что русские выступили не агентами, да, какой-то власти Москвы, а как местная власть, да, объединились в свое подобие республики с Казанским посадом, со своим лидером и вступили в диалог. То есть это кейс очень интересный, в том числе для понимания, что поменялось в русском народе за все эти годы, да, вот, за все эти века, когда земский мир русских, он мог отдельно как-то функционировать от центра. Вот. Ну и жесткая налоговая политика нового московского правительства привела к Яналеевскому восстанию. Смута закончилась, но во многом справедливо считать, что дальнейшие меры по поражению прав служилых татар, как сословия, они вызваны, да, вот событиями смуты, потому что и при Михаиле Романове, а потом уже при Алексее Михайловиче на полную силу начинают потихоньку права у татарского дворянства забирать. Яналеевское восстание для казанских татар
именно для казанских служилых татар, вот именно это последний момент, когда здесь был центр восстания. То есть потом уже в сторону Башкирии все центры восстания перемещаются, уже в 17 веке. Ну, если говорить вообще о казанской истории, то вот не академический бонус, да, Раифский монастырь, да. Кто был основателем Раифа? Некий монах Филарет. Откуда он пришел? Из Чудового монастыря в Казань. И существуют даже определенные такие гипотезы, да, это абсолютно не академическая тема, абсолютно не академическая история. Чудов монастырь, это что такое? Это монастырь, откуда вышел Григорий Отрепьев, один из потенциальных кандидатов на роль Лжедмитрия I, да. Это монастырь, куда постригли Василия Шуйского, где сидел в застенках Гермоген. То есть вот человек, который основал Раифский монастырь, который пришел в Казань в 1613 году, он, возможно, все это видел, да, для местной истории. Вот. И есть, конечно, разные краеведческие гипотезы, кто бы мог это быть и с какой целью он пришел в Казань, но это уже не академическая тема. Все, что можно сказать по источникам, я, наверное, проговорил. Простите за мой не совсем академичный тон, да, я больше популяризатор истории, чем академический историк. Вот, спасибо вам большое. Не академическим образом был основателем Раифского монастыря? Был монах Филарет. Нет, это официальная версия. А кто вот подозревают разные, я не знаю. То есть, я считаю, что просто один из монахов Москвы пришел, а дальше все это спекуляции, да, кем он мог быть. Был ли он как-то связан, знал ли он Гермогена и так далее, знал ли он Лжедмитрия. Вот. Но именно в 1613 году, по более поздним источникам, он сбежал, скрылся от наказания, что ли? А вот неизвестно. Но Москва была в целом разорена, там кушать было нечего после 1613 года. Тут просто разбегались люди. Вольные казаки или национальный состав? Вольные казаки. Там было несколько волн. Там были и донцы, и, что характерно, запорожцы были. Вот. В том числе, кстати, фиксируется переселение в Среднее Поволжье каких-то запорожцев с севера. Они же все кинулись на Вологду, на Белое озеро. То есть в это время русский север, он представлял тоже что-то другое. Это был не депрессивный регион, как сейчас там, да, где вот эти нищие области. В это время русский север – это соль. А это деньги. В это время русский север – это меха, это реки, это богатые слободы. Вот, намного богаче, чем юг жил. Потом как-то вот имперское строительство пошло таким образом, что самые вот эти богатые области, они сейчас, что такое Вологда, что такое Кострома? И они пошли туда все поживиться, да, из Дона. Но там этнический состав, я вот не знаю, были ли там именно татары, возможно, какой-то частью были они. Но там вот в основном это были русские, те же самые крестьяне бывшие, которые показаковались. То же самое, что произошло потом в Украине при Хмельницком, да, когда с Запорожья пришли уже казаки на территорию вот эту, и бывшие крестьяне, да, многие, они сами оделись в казаки, обрились, чубы себе отрастили, да, и стали считать себя казаками. Вот. Московское правительство, надо сказать, казаков потом устраивало разборы. Оно смотрело, кто был казаком до вот этих событий, кто настоящий казак, и кто казак не в самом делешный, кто надел на себя вот эту одежду. Вот. Но там пестрый состав был. Там и крымские татары служили, я думаю, в изначально-то в войсках. Сам казачий, это плавильный котел, да, там гипотетически, возможно, это лишившиеся хана татары, да, первые поселенцы на Дону. Там разные есть гипотезы о происхождении казачьего сословия. Еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, а почему Михаил взял фамилию Романов? Ну, потому что они были Романовы на тот момент. Это была их... Это в прошлом Захарин. И фамилии менялись тогда. Это было не принципиально. Нет, он изначально был Романов Михаил. Михаил Романов, кстати говоря, пришел к власти при поддержке казаков. Вот. За Романовых голосовали казаки. Потому что Романовы сидели в осажденном Кремле вместе с поляками, да, то есть... Как бы, то есть тоже они поддерживали, Филарет был патриархом у тушинцев, то есть они были, как сказать, Романовы были людьми, которые могли простить участие в самозванчестве, которые могли простить поддержку Речи Посполитой, они как бы сами были в этом отчасти замешаны, да, поэтому казаки ставили на него как на своего кандидата, да, вот. И во многом считали, что вот им позволено теперь все после прихода к власти их собственного человека, да. Налоги были всегда, но они были меньше. Это был чрезвычайный налог, то есть он набирался конкретно на содержание армии. И налоги, кстати говоря, еще после смуты воеводы собирали
за невыплаты периода смуты. То есть налоговая система рухнула, в период смуты все жили, они говорят недоимки. Ну, то есть сама администрация, которая пришла, да, ну, мы сейчас видим повторение вот этого, да, то есть налоги большие, да, вот, никакого самоуправления нет, как бы просто народ уже как бы у нас поспокойнее стал, а в то время люди были ближе к каким-то решительным действиям, и плюс, ну, эпоха была неспокойная, действительно. Еще какие-то есть вопросы? Наверное, спасибо большое, Марк. На самом деле, очень интересная тема была, очень интересная лекция была. Вам спасибо большое.